Ходомодоймот, Чамоджекан Мапол, Амучичай Лалек. Здравствуйте, уважаемые зрители! И сегодня у нас очередная передача из серии «Кто вы, юкагиры?». И у нас в гостях в студии Таисия Викторовна Тарабукина, директор ООО «Мультитидек», с которой мы давно уже в рабочих партнерских отношениях. И у нас сегодня разговор будет о том, какие проекты мы реализуем совместно с вашей фирмой, с фирмой Таисии Викторовны Тарабукиной, которые направлены на сохранение и развитие наших родных языков. Наша студия занимается созданием и производством детских анимационных проектов. И основная наша миссия, как вы правильно сказали, это создание проектов на языках народов нашего Севера. Таисия Викторовна, вот мы с вами уже взаимодействуем достаточно давно, и в основном все наши проекты были связаны с родным языком. А вот скажите мне, пожалуйста, как давно ваша вообще студия появилась и вообще стала заниматься анимацией? Наша студия, как это принято говорить, сейчас стартап. Нам чуть меньше 3 лет. И за 3 года нашей студии мы произвели 1500 минут анимации. Именно в анимационном мире принято считать количество произведенного контента в минутах, и это на самом деле очень большой объем того, что мы производим. Мы за социальную ответственность. Все наши кадры — это преимущественно местные художники, аниматоры, специалисты по компьютерной графике. Таисия Викторовна, а вот скажите, пожалуйста, у вас анимация вот на первоначальном уровне была это в основном на русском языке или на якутском? Первый наш анимационный проект был на якутском языке. Но анимация — это очень удивительное направление, которое позволяет делать дубляж на абсолютно разные языки. Если мы произвели контент на одном языке, то мы можем сделать дубляж на разных языках. Ну, а я зрителям хочу рассказать, что наш такой, ну, скажем, уже большой проект, первый, связан был со съемкой юкагирских сказок, автором которых является Неустроев Алексеев Николай Николаевич, а озвучил которых Третьяков Василий Николаевич. Очень интересные были мультфильмы созданы. Это 3 таких мультфильма и 2 мультфильма по сказкам лесных юкагиров, озвучивала которые, автором которых была и озвучивала Любовь Николаевна Демина. Помните эту работу? Да, конечно, это были наши первые проекты на юкагирском языке. С Любовью Николаевной Деминой мы работаем, знакомы уже порядка 6-7 лет. Я просто скажу такой интересный факт, почему я вот сказал о сказках Алексеева Неустроева Николая Николаевича. Это очень интересный уже современное творчество, литературное, можно так сказать. Например, сказка о взаимоотношениях северного оленя и снегохода Буран, например, да? Или там вот восприятие каких-то представлений о мире окружающем, там, о северном сиянии, о звездах. Но это уже с точки зрения вроде бы как бы вплетено в современный мир, но с точки зрения традиционного такого мировоззрения, с традиционного мышления. Вот чем и интересны были эти сказки. И мне кажется, они тем были и интересны для детей, потому что они не уходили куда-то далеко, а то, что для них вот близко. С одной стороны олень, а с другой стороны вроде снегоход Буран. То, что является реальностью нашего дня в наших сейчас в северных поселках, в наших северных поселениях. Потом мы, конечно, дальше пошли. У нас, помните, был такой интересный проект анимационных разговорников, который мы тоже попытались с вами снять. Ну, а потом появился такой очень большой проект, который был поддержан акционерной компанией «Алроса». Может быть, о нем вы более подробно расскажете? Да, наш очень такой трепетный проект «Северная мозаика». Мы благодарны Алросе, фонду Ерхадана за веру и поддержку анимационного сборника по сказкам, мотивам, мифам и легендам народов нашего Севера.
Благодаря этой поддержке мы разработали в течение прошлого года 2 короткометражных фильма на языке лесных юкагиров: «Легенда о Ерхадане» и «Путешествие мышки по первому снегу». «Путешествие мышки по первому снегу» автором как раз является Любовь Николаевна Демина, а «Легенда о Ерхадане» — это уже по мотивам легенды предания лесных юкагиров. Проекты были выполнены в технике 3D-анимации. Это одна из таких очень сложных анимационных техник, и в покадровой анимации. Порядка 10 минут у нас вышло на Ерхадану и 6 минут на «Путешествие мышки». Вот, и производство 12 месяцев у нас, да, ровно цикл заняло. Мы сделали озвучку на русском языке и вот на лесном юкагирском языке озвучивали ребята, носители языка из Нелемного и сама Любовь Николаевна. Наши специалисты, они справились, очень хорошо обработали, и теперь эти проекты можно будет смотреть на родном языке. Хочу сказать, что при создании любого анимационного проекта по сказкам мы обязательно делаем адаптацию самого исконного сюжета. Да? И всегда делаем такую небольшую приписочку, что это идет по мотивам, потому что сценарий анимационный, он, конечно, отличается от литературного текста. Да? То есть какие-то обороты речи, фразы для персонажа, это все мы прорабатываем, дополняем. И «Легенда о Ерхадане», она у нас получилась необычной сказкой. Если в исконном мотиве там рассказывается про великую реку Крокодон, про солнце, как от их союза произошли 2 горделивые речки Ерхаданы, то мы решили, как это интересно подать маленькому зрителю, потому что все-таки легенда, она сложная. Мы ставили с собой задачу так, чтобы ребенок дошкольного возраста, он смог с интересом посмотреть эту сложную легенду. И мы использовали такой необычный ход. Ввели дополнительных персонажей. Бабушка Нельма — это рыба, в честь которого назвали как раз Нелемная. Она является такой ведущей, рассказчицей этой истории и рассказывает легенду своим внучатам, маленьким рыбкам, очень любознательным, как прототип любых детей. Она открывает эту волшебную книгу, и зритель погружается в саму легенду о Ерхадане. В проекте звучит песня на языке лесных юкагиров. Ее исполняла Дускулова Ирина. Мы записывали с ней здесь этот трек. «Наш мир» называется. И автором этой песни тоже является Любовь Николаевна Демина. Поэтому у нас получился такой очень добротный, качественный проект и вот в 3D-анимации. Ну а для зрителей я скажу о том, что интересно, это даже не одна легенда, а в этом мультфильме были соединены мотивы 3 сказок. И они получились, как бы продолжая друг друга, соединенные на единый сюжет. Вот как бы Ерхадана идет, мотивы легенды о реках, и это как раз и послужило вот основой создания этого фильма. И очень важно, наверное, здесь как раз помощь носителей языка, носителей фольклора в том, чтобы помочь немножко перерабатывать эти легенды. Вы сами знаете, что наши сказки, особенно фольклорные, они иногда бывают, как сказать, недостаточно презентабельны, можно так сказать, особенно для детей младшего возраста. И их необходимо иногда вот перерабатывать, иногда, может быть, что-то где-то как-то доделывать, переделывать или еще что-то исправлять, для того, чтобы можно было сделать красивый, интересный сюжет, чтобы детей их заинтересовать этим. Ну, просто для примера скажу, что русский фольклор, русские сказки, например, ведь тоже понадобилось несколько сот лет, и участие великих писателей, таких как Толстой, Аксаков и другие, чтобы они вот уже получили современный свой вид, уже в современном виде стали доступны для детей. И вот наши сказки, вот, включая, вот, например, юкагирские, они действительно еще ждут, может быть, таких авторов, которые действительно их переработают и сделают популярными для разных возрастов, начиная с самого младшего возраста. Я остановлюсь на мультфильме «Путешествие мышки». Вот. Ведь идея
даже не мультфильма, скажем, она ведь родилась раньше. Может быть, расскажете, как вы пришли к мультфильму? Да, это очень-очень такая любимая моя личная сказка. Я сама ее не раз читала своим детям, рассказывала про эту мышку. А автором «Путешествия мышки по первому снегу» является Любовь Николаевна Демина. 6 лет назад, я помню, написала ей с таким предложением издания книги. То есть изначально была идея детской книжки, и не простой книжки, а с технологией дополненной реальности, когда мобильное приложение могло оживлять этих персонажей. Целью было не только какая-то анимация, а вот именно сохранить озвучку, чтобы Любовь Николаевна и дети, они записали эту озвучку, а мы наложили уже на анимацию, и вот с помощью телефона персонажи бы оживлялись. Мы издали эту книгу, выпустили ее маленьким тиражом, были представлены в библиотеках нашего города и в книжных магазинах республики в городе, да, были представлены. Мы взяли оригинальный для книги тогда сюжет Любовь Николаевны. Она включает в себя несколько песен. Да, вот когда мышка идет, ищет свой дом, она на пути встречает лесных животных, и это все сопровождается таким песенным вступлением. Очень такая хорошая история у этой мышки. Но в конце мы решили сделать еще небольшие задания для ребенка, да, для того, чтобы ребенок при прочтении самостоятельном или с помощью родителей закрепил вот эти полученные знания, и у нас в конце было несколько таких дидактических упражнений. То есть некий такой элемент интерактива внесли? Да, да, то есть в самой книжке ребенок мог уже при прочтении выбирать правильные ответы, и как бы мини-сочинение мы оставляли место для мини-сочинения, что как бы ребенок вынес при прочтении этой истории. На самом деле очень хорошая сказка. Ну и потом это вот, то есть, посмотрите, родилась идея в начале книги, а потом, как получилась возможность, уже сделали анимационный фильм. Да, и когда я вам показала, помните, вот эту книжку, иллюстрацию, вы первым делом сказали, какая прекрасная мышка. Главный персонаж, образ рисовали художники наши, и главный герой, вот эта вот мышка, она была такая хорошенькая-прихорошенькая, что, глядя на нее, уже, конечно, хотелось ее полноценно как-то в жизнь притворить. И мы дальше уже с художниками стали ее, мышку, перерабатывать, дополнять. А теперь, Таисия Викторовна, я все-таки подхожу к тому проекту, который мы реализовали в прошлом году. И этот проект называется «Наш мир». Митлибе, наша земля, так можно даже перевести. А вот более подробно о нем, пожалуйста, расскажите. «Наш мир» — это анимационный мультсериал из 10 серий. Каждая серия 5 минут, то есть общий хронометраж 50 минут, где-то чуть больше хронометраж у серий. Этот проект был поддержан в рамках государственной программы по сохранению и развитию родных языков национальной компании НВК «Саха». Руководство НВК «Саха», они сделали нашей студии заказ на производство этого сериала. Конечно, поскольку уже мы давно с Любовью Николаевной работаем и разбираемся как бы в языке, можно даже сказать, в какой-то области являемся экспертами лесного языка, я сразу предложила сделать именно на юкагирском лесном языке. Главными персонажами в этом проекте выступили мальчик и девочка Тохся и Ерхадана. Озвучивали персонажи дети из Нелемнова. Это Сахая Миронова, да, и Станислав Дускулов. Да, вот и наши вот персонажи, они рассказывали в стихах по как раз произведению Любовь Николаевны о значении юкагирских слов, этимологии юкагирских слов. Это такие прекрасные детские стихотворения, например, «Бабушка». Оказывается, бабушка на юкагирском языке, да, «Божья коровка» — это бабушка, которая вяжет себе платьице. Вот, и получился у нас такой прекрасный проект, который сейчас в открытом доступе на детском телеканале Чохон можно посмотреть с русскими и якутскими субтитрами. Идет проект. Я бы хотел для зрителей сказать о том, что это не по всей тематике
не по всей лексике юкагирского языка, а они именно посвящены именно разделам каким-то таким животного, растительного мира. Например, там есть отдел насекомые, есть раздел, например, птицы, есть раздел рыбы и так далее. То есть вот какая-то часть мира, и вот идет разговор вот между Тохсей и Ярхаданой об этом, о окружающем мире. Весь разговор, все это идет на юкагирском языке, сопровождается титрами. Есть титры на русском языке, есть титры на якутском языке. То есть очень получился интересный, хороший такой сериал. А у меня такой вопрос. А этот сериал будет иметь представление, потому что ведь это мы взяли только животный растительный мир, а может быть пойдет еще дальше. Там же у нас есть разные элементы культуры, например, материальной, нематериальной, может быть, современной жизни, занятия. Да. Да, мы очень хотели как раз с нашей командой и с Любовью Николаевной, с Аленой Мироновой развить этот проект и дополнить сериями про юкагирский календарь. Мы уже стали потихонечку разрабатывать сценарий к новым сериям. И у нас сценарий 4 серий сейчас такой в активной разработке, поэтому думаю, если у нас будет поддержка на дальнейшее производство, то мы с большим удовольствием продолжим этот проект с персонажами. Ну, дело в том, что, конечно, это была очень удачная в свое время находка, ведь Тохся Ярхадан тоже у нас, это наш опыт анимированного разговорника, и мы уже тогда говорили о том, что было бы хорошо, если бы, это, по-моему, 3 или 4 года назад это был проект, и мы тогда говорили, очень было бы хорошо, это были такие удачные 2 персонажа появились, которые именно задача в том, что сами дети озвучивают. Это ориентировано на детей в основном школьного возраста или младшего возраста, и они поэтому лучше это воспринимают. И таким образом они бы познавали весь окружающий мир. И вот очень удачно получилось, что хотя именно Метлибие, наш мир, это не проект, наша общественная ассоциация коренных малочисленных народов Севера, а именно проект НВК «Саха», тем не менее, для нас он именно важен в том, что это такой проект, который направлен на развитие нашего языка. А вот у вас ведь есть еще дальше идеи продолжить. Более того, может быть, переработать и выйти даже на полный метр. Может быть, вы скажете, что это такое понятие вот для нашего зрителя, что такое полный метр, и в каком вы виде это представляете? Мы очень хотим внутри нашей студии шагнуть вперед и подступиться к созданию полного метра по мотивам сказок. Вот благодаря уже той поддержке, которая была ранее на производство «Северной мозаики», мы посмотрели, сложили, посчитали, что у нас уже порядка 45 минут. В прошлом году я даже делала тестовый просмотр в одном из кинотеатров нашего города, чтобы посмотреть, насколько у нас технически получается это все вывести на большой экран. И действительно, картинка получилась качественной. Да? То есть 45 минут – это вполне уже такой кинотеатральный формат, когда кинотеатры могут взять в прокат. Также были предварительно разговоры с Сахафильмом, о том, что через их дистрибьюторскую сеть мы могли бы показать вот этот киноальманах уже сложенных наших серий в кино. Поэтому логическим продолжением «Северной мозаики», я думаю, вот нашей миссии такой большой, это показать ее уже массовому зрителю, чтобы из формата маленьких сетей выйти на большой экран. Конечно, там предстоит работа переработки звука, мы будем дорабатывать, безусловно, анимацию, то есть это все будет дополняться. Сюжетные линии, наверное. Да, то есть сюжетные линии, поскольку серии, они же не связаны с друг другом, то есть закончилась сказка, начинается следующая, а мы хотим это связать между собой, возможно, через рассказчика, через бабушку, которая рассказывает эти сказки своим внучатам, которые приехали к ней погостить на каникулы. И вот она открывает эту волшебную книгу, и ребята погружаются в историю этих сказок.
Поэтому мы очень хотим реализовать этот проект. Он большой, амбициозный, на него требуется время, прежде всего, ресурсы наших специалистов, это аниматоров, художников, это озвучка, это композитор. То есть для того, чтобы создать 5 минут, это как минимум 2 месяца работы, а то и больше. Поэтому полнометражные проекты создаются так долго, так тщательно. Это очень большая работа. У меня вот будет такой заключительный вопрос. Конечно, вы разные проекты реализуете, не только с юкагирами. Вот уже у нас здесь на столе есть несколько как бы таких афиш. Может быть, вот вкратце, буквально вот скажете, чем вы занимаетесь и чем вот важна ваша работа для наших народов? Миссия нашей студии в первую очередь это создание качественного цифрового контента, анимационного, книжного на языках народов нашего Севера, для того, чтобы мы смогли сохранить культуру, фольклор и язык через цифровой контент. Пока есть интернет, пока есть новые технологии, наши дети могут это смотреть в хорошем качестве. И мы всегда очень тщательно подходим к отрисовке орнаментов, к отрисовке фонов, предъявляем внутри студии в первую очередь для себя очень высокие стандарты производства. Мы гордимся проектом северных сказок. Он тоже поддержан НВК. Можно посмотреть на телеканале Чохон. Про зайчат. Это северные наши зайчата. Мама, 2 ее ребятишек. Также она их укладывает спать перед сном и рассказывает им сказки по мотивам народов Севера. Поэтому, да, перед студией стоят очень большие задачи. Для того, чтобы сохранить, нужно не только красиво нарисовать, а нужна еще, безусловно, экспертиза носителей языка, лингвистов, филологов. У нас команда таких надежных научных консультантов по каждому языку. Недавно в Нерюнгри была конференция, посвященная подготовке к эсэхоланхо и эвенкийский язык. Я съездила на эту конференцию, познакомилась с эвенками, которые приехали с нашей республики. Была презентация тоже одного из наших проектов «Уроки Северной Гагары». И, конечно, она была встречена таким очень хорошим, положительным отзывом. И из других округов тоже люди подходили и спрашивали, как можно тоже посотрудничать, ваши проекты, где можно увидеть. Поэтому в каждый проект мы вкладываемся максимально, потому что если мы где-то ошибемся, даже где-то в орнаменте, наши дети это будут видеть, интерпретировать также, поэтому мы очень такие высокие требования к себе предъявляем. Наши зрители уже по тем кадрам, которые показаны были, видели, например, как мышка в чем одета, как Ярхадана, Тохси одеты. То есть это все проходит очень такую консультацию у носителей культуры, и они все действительно стараются, чтобы этот мультфильм он действительно был окном в мир культуры данного народа, чтобы дети запоминали. А то ведь очень часто, не секрет, даже взрослые люди говорят, а чем отличаются эвены, юкагиры, эвенки или другие народы Севера. А тут как раз через анимационный фильм, мало того, что они видят культуру данного народа, они слышат эту речь и узнают этот фольклор, богатейший фольклор данных народов. Ну а для нас, я скажу также, чем это важно, ведь с одной стороны та же самая легенда о Ярхадане или, например, «Путешествие мышки» или «Наш мир», они ведь написаны и озвучены на лесном юкагирском. Но дело в том, что субтитры, с помощью титров, они идут и на русском языке, и на якутском языке, а у нас ведь продолжение есть, у нас есть идея, потому что сказали, а давайте тундренные юкагиры тоже хотят, давайте наложим и проведем дубляж на тундренном юкагирском языке, ведь это тоже нужно для них тоже. И это очень хорошая идея, которая помогает
даже то, что уже создано, дальше развивать, и чтобы оно становилось доступным для всех наших групп юкагиров. Ну, а я хочу поблагодарить вас, Таисия Викторовна, за такое очень наше совместное такое творческую деятельность, совместные такое, очень многие совместные наши проекты, которые реализованы, и я надеюсь, еще будут реализованы, и будут рождаться новые идеи. Пока есть наши носители, пока они готовы активно помогать нам, сотрудничать, мы, надеюсь, будем реализовать такие проекты, которые будут помогать нам сохранять наши языки. Хочется пожелать нашим зрителям, нашим детям беречь и сохранять родную культуру, потому что на севере есть тысячи сказок, и они все, как кусочки лоскутного одеяла, собираются в северную мозаику. Смотрите сказки, прекрасные проекты. Малле и Лисимет.